Это новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. И вот главные темы выпуска. В Усть-Нере устраняют последствия аварии на котельной после наезда автомашины на магистральную теплосеть. Ориентировочная дата подхода кромки ледохода к территории республики 9 и 10 мая. Посмотреть за прохождением ледохода можно будет в онлайн-режиме. «Поем всем двором». В столице региона ко Дню Победы проводят мини-концерты во дворах домов, где проживают ветераны войны. В селе Булгуняхтах Хангаласского улуса продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы размыва участка республиканской автодороги УМНАС. Напомню, 1 мая жители пожаловались на разрушение талыми водами, прилегающей к их дворам территории. Как оказалось, талые воды начали скапливаться в 2 местах под региональной автодорогой. Появилась угроза размыва дорожного полотна и обрушения одной опоры уличного освещения. 2 мая временно было приостановлено электроснабжение в районе размыва. Администрация Наслега совместно с организацией, обслуживающей дорогу, произвели отсыпку обочин опасного участка. С 4 мая введено ограничение движения автотранспорта. Проезд разрешен автомобилем массой не более 2 тонн. Чрезвычайная ситуация у нас объявлена до конца окончания всех талых вод. Сейчас она уже уменьшается, и в ближайшие дни данные ограничения будут сняты. И после того, как воды все оттают, начнется большая работа именно наследной администрации, администрации района и управления дорог республики по именно ремонту данной обочины дороги. Кроме этого, мы будем совместно работать по решению данной проблемы, чтобы в будущем данной ситуации не повторилось. В поселке Усть-Нера Эмиконского района аварийной бригадой «Теплоэнергосервис» ведется восстановление компенсатора теплосети, поврежденного в результате наезда автомашины. Вследствие технологического нарушения 6 мая в 1:40 ночи произошла аварийная остановка котельной. Через час запуск котельной произвели. В работе сейчас 2 котла. Оперативно был перекрыт поврежденный участок теплосети с прорывом. Под ограничение холодного водоснабжения и теплоснабжения попали 13 многоквартирных домов, а также около 30 частных домов и пожарная часть. Для обеспечения теплоснабжением потребителей планируют переключить по временной схеме котельной квартальная. Кстати говоря, температура наружного воздуха в поселке Усть-Нера плюс 11 градусов. Ледоход на правом притоке Лены на реке Алекми в верхнем течении на территории Читинской области начался на 2 суток раньше нормы. На реке Витим в верхнем течении также на территории Читинской области наблюдаются подвижки льда и разводья. На Средней Лене и ее притоках продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 5 до 15 сантиметров за сутки. Ледостав с торосами. На участке Витим-Пеледуй вода на льду. Нижняя кромка ледохода находится в 141 километре выше по течению от Киренска Иркутской области до границы с Якутией остается 583 километра. Протяженность ледохода составляет 22 километра. За сутки ледоход продвинулся на 17 километров. Ориентировочная дата прохода кромки ледохода к территории республики 9-10 мая, что на 1-2 дня позже среднемноголетних сроков. Тем временем технический центр телевидения и радиовещания и компания Ростелеком предоставили доступ к камерам видеонаблюдения на период прохождения весеннего половодья. Теперь ледоход можно наблюдать онлайн на территории города Якутска. Онлайн-трансляция ледохода будет организована Ленским управлением Росводресурсов. Министр экологии республики Сахамин Афанасьев с рабочим визитом посетил Нюрбинский район, где провел совещание с участием глав наслегов, руководства района и общественности по вопросам загрязнения реки Марха. Подробности в материале наших нюрбинских коллег. На совещании обсудили самый остро стоящий на сегодня вопрос обеспечения населения Нюрбинского района чистой питьевой водой. Сегодня Роспотребнадзор республики фиксирует на реке Марха превышение ПДК по хозяйственным питьевым показателям до 2 раз. То есть вода на реке Марха абсолютно непригодна для использования. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину загрязнения реки. Сейчас идет административное расследование Министерством экологии, Росприроднадзором, Росрыболовством и Роспотребнадзором. По итогам административного расследования в установленные сроки мы вынесем соответствующее заключение. А именно, вследствие чего произошло превышение показателей
загрязняющих веществ по реке Марха. Это природный источник, либо вследствие вот техногенного происшествия, которое произошло 11 апреля 2021 года. Этот же вопрос обсудили и на республиканском КЧС, на котором руководство района настояло на поиске альтернативных источников воды на территории Нюрбинского района при финансовой поддержке Алроса, а также силами Батобинской геолого-разведочной экспедиции. Силами Батовинской экспедиции акционерной компании «Алроса», чтобы были проведены работы по изысканию таликовых подземных вод для обеспечения чистой питьевой водой населения, которое проживает в бассейне реки Марха. Также было предложено полностью финансирование акционерной компании «Алроса» об устройстве этих скважин. Так совпало, что загрязнение реки Марха совпадает с датой техногенной катастрофы на Долтыне. После аварии результаты анализов РИАЦЕМ показали превышение уровня стронция и бромид ионов на реке Долден, которая непосредственно впадает на Марху. Истинную причину загрязнения реки Марха в скором времени озвучат в Министерстве экологии республики. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. Перейдем к эпидобстановке. На территории республики за последние сутки зафиксировали 103 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших выявлено в Якутске – 58 человек. И в Мегино-Кангаласском районе там за сутки выявили 13 заболевших. В Вилюйском районе выявлены 7 случаев. По 4 случая зарегистрировали в Горном и Чурапчинском районах, а по 3 в Амгинском и Сунтарском, по 2 в Алданском, Нерюнгринском, Момском и Намском. Единичные случаи коронавируса отмечены в Кобяйском, Нюрбинском и Аймиконском районах. По сообщению оперштаба, до стабилизации эпидситуации на территории Мегино-Кангаласского района запрещены выезды из населенных пунктов, проведение всех массовых мероприятий, в том числе семейных праздников. Кроме того, будет усилен контроль за наличием лекарств в аптеках, проведением санитарной обработки и дезинфекции в общественных местах, соблюдение мер предосторожности таксомоторными службами. Контрольными мероприятиями также будут охвачены места общественного питания, придорожные чайные и предприятия торговли. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации введут дополнительные меры и при организации весенней призывной кампании и итоговой аттестации в образовательных организациях. К другим темам. Репетиция воздушной части парада в честь 76-летия Победы прошла в небе над Москвой. По сообщению Министерства обороны России, в тренировке приняли участие 76 единиц авиационной техники воздушно-космических сил. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. На Красной площади в Москве накануне также прошла ночная репетиция парада. В тренировке приняли участие более 12 тысяч военнослужащих в составе пешей колонны и более 190 образцов военной техники, среди которых как исторические, так и современные боевые машины. Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится 7 мая. Сегодня последний день приема заявок для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк». В связи с пандемией всероссийская акция «Второй год» состоится в онлайн-формате. Старт приема заявок был дан 20 апреля, и сейчас уже более 3 миллионов человек готовы участвовать в акции. В прошлом году трансляция полка продолжалась более 20 суток. Ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире. В этом году сетка общей трансляции будет разделена по регионам с учетом местного времени. То есть каждый сможет увидеть своих близких и родных, защищавших родину во время войны и ковавших победу в тылу. Для того, чтобы фотографии ветеранов были включены в трансляцию и приняли участие в виртуальном шествии, до 7 мая необходимо подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк». Принять участие в онлайн-шествии можно также через ресурс «Банк памяти» и мини-приложение «Бессмертный полк» в соцсети «Одноклассники». Проведение акции «Бессмертный полк», оно сделано людьми. Чисто это не указание кого-то или что-то. Это когда люди, сделав портреты своих отцов, дедов, прошли большим маршем. То есть она напоминает человечеству о том, что такое война, какие беды за собой несет. И поэтому вот «Бессмертный полк», он напоминает: люди, будьте бдительны. Боритесь с милитаризмом, не поддавайтесь разным
движение и чтобы держать свое государство в силе и в мощи, в каком оно было в те времена, когда мы побеждали. В преддверии праздника Великой Победы, который мы уже второй год отмечаем в условиях пандемии, уже доброй традицией становятся выездные мероприятия во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Там проводят мини-концерты, выступают артисты, и все это можно посмотреть из окна или с балкона. На одном из таких представлений побывал наш корреспондент Алексей Лукьяненко. В День Победы мы отдаем дань памяти героям, защитившим нашу страну и весь мир. Этот праздник невозможно ни отменить, ни перенести, даже в связи с эпидемиологической ситуацией. Поэтому накануне Дня Победы сегодня и завтра в честь наших ветеранов Великой Отечественной войны проводится акция «Поем двором». Эта акция у нас ежегодная «Поем двором». Она у нас самая важная, потому что из-за ограничений мы, к сожалению, не можем провести большой парад. И мы можем провести парад во дворе у ветерана. Вот. Эта акция проводится совместно со силами Минкульта, Минмолодежи, волонтеров Победы, а также Губинского округа конкретно здесь. Более 20 ветеранов в городе увидят у себя во дворе и парад, и исполнение песен. Первый раз эту акцию проводили в прошлом году, поскольку тогда был режим практически тотальной самоизоляции, соответственно, нельзя было проводить массовые мероприятия вообще, ни в каких рамках. Поэтому было решено проводить такую акцию. Я очень горд, что есть такая возможность принимать участие в таких мероприятиях, потому что нужно помнить о наших ветеранах и чтить память. И тем самым мы поздравляем их с этим праздником и дарим им свою радость, свое тепло. Мы помним, гордимся. Данная акция – это выездные мини-концерты во всех дворах республики, где проживают ветераны Великой Отечественной. Под звуки оркестра даже из окон соседних домов выглянули люди, чтобы послушать знаменитые песни военных лет и, конечно же, поздравить аплодисментами ветерана. А для музыкантов это уникальная возможность через музыку донести свою благодарность дедам и прадедам. Есть такая уникальная возможность сказать огромное спасибо нашим ветеранам за мир, за мирное небо над головой. В связи с пандемией парад Победы во многих городах не проводится. У нас в Якутии тоже шествия не будет. Мы ежегодно обычно играли, а здесь у нас есть уникальная возможность обратиться к каждому ветерану индивидуально, что нас очень радует. С наступающим праздником Победы! Знаменная группа измерительного пункта войсковой части 14129 прошла торжественным маршем специально для ветерана Ивана Бубякина, служившего в 3-й танковой дивизии Забайкальского военного округа. Он был командиром орудия старшиной батареи. Демобилизовался в 1947 году. Концерт Ивану Ивановичу понравился, поначалу даже немного пританцовывал, дружелюбно махал и хлопал в ладоши. Но когда все закончилось, ветеран не смог сдержать слез. Большое спасибо вам всем, кто участвовал в этой церемонии. Это очень хорошо. Поднимает настроение, в душе радость. Что люди не забывают, ценят. Погибли. Миллионы людей в этой войне, миллионы людей погибли. Ивану Ивановичу, как и всем ветеранам, подарили памятные и ценные подарки. Но самое ценное, что благодаря этой акции некоторые соседи впервые узнали, что они живут в одном дворе с героем войны. Алексей Лукьяненко, Илья Сыромятников, Якутск. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.